Всем бутагергала! И снова с вами корреспондент телеканала БТВ «Башкирская домохозяйка». Сегодня будет бомбически интересный выпуск. В сегодняшнем выпуске я вас познакомлю с крупным предпринимателем Республики Башкортостан, самым крупным строителем Батырхана. Друзья, всех приветствую! Сегодня вы узнаете изнутри строительный бизнес. Расскажем про масштабы, про прибыль и убытки, и как и чем я живу ежедневно, чем я рискую и какая у меня ответственность на плечах. Короче говоря, мы сегодня узнаем про строительный бизнес абсолютно все. Всю грязную внутрянку. Не переключайся. Чё я с белой юбкой, гадр шунда, менеме? Ёпарасы ты, это моя юбка, между прочим, дорогая. Куда мне ее засунуть? Ты же знала, что к строителям идешь. Нормально, Моя да. юбка испачкается, вы меня новую юбку. Хини, юбканы, ты утищи, кстати. Да блин, вот да вообще куртка у нас вообще-то. Это вот стрела называется. Я знаю, что это стрела называется. Не могу, блин. Я вообще-то высоты боюсь. Она вот на колени садится на кресло и в эту сторону разворачивается. Я вот сюда разворачиваю. Да. Это не провалится, вот это не отвалится у вас? Вот Да, это, так, не высоко. Господи, Господи, мне башку не дало, что ли? Это нормально, блин? Бляха-муха! Мы будем 2 дня снимать этот выпуск. Не надо заново начинать, блин. Так, чуть-чуть подвинься, Держите. чтобы тебе не пока не видно было вначале. Меня уже тошнит. Не тошнит, все нормально. Зачем ты бургер дашь? Қосадым. Бұл теге юбка неден? Силтерден іштелген, силтерден. Ну, бұл силтерден іштелгенде енді бұл үлесейдің силтерінен іштелген. Какого черта мен білдім бекін, что стройкаға өңкелем. Не ал юбканы киерге тормыз. Че, какие ощущения? Нормально, мен қайда ғана жүрмей, мен строительный бесе. Вот в какой момент ты взял такой и решил, дай-ка я займусь стройкой. Как это произошло? Мен снимал, менің офис бар еді, по съемкам, по обучению, и в один момент я решаю, что вот, надо уже начинать, вот, и мен взял... В смысле, надо уже начинать строить, что ли? Начинать дело, вот, мен просто взял офис студент, повесил туда одну табличку, строительная тема. Строители Батырхана, типа таблички келгенде. Авитаға объявление қойдым. Объявление қойдым. Это такой интересный вообще, я не могу понять. И вот тут ты да, камеру отложил такой. Нет, не Вот откладывал. Мен параллельно это было. Вначале это все параллельно было. Нет, Вот. а почему в какой-то момент решил заняться стройкой? Мне вот это вот интересно. Какой момент? У меня вот так все приходит как-то вот шкумульга. Ага. Мен бюро запускаю производство. Приходит, начинаю что-то новое. Приходит, манипулятор покупаю. Вот так просто Аллах Тағала сектор берейін. Я поставил первое объявление в Авито, Ага. что вот афреймлар, треугольный строим, типа, хуйдық объявление, и кішілер келе башланы. Ага. Мен в целом все понятия, все термины, все моменты постройки знаю, и начали консультировать их в офисе, и пошли первые клиенты. Ну, графичи, баяғынан Беля бері қояйын? көтемде Беля естеп қояйын? қалемде тұрды. Беля қояйын? Я еріне. Так, давай не. Келеш бұл көлерге. Юбканың тишек болғасы кеткен енді. Қайғы тирем тишік мне, аңдаманы. Юбканың төбе тишек. Төбе тишік? В смысле? Не поняла. Батырхан, не прямо бұған. Ай, хуйт. Ну, юбка это сам по себе тишек. Не помню с детства, с 3-4 лет, когда я сидел дома. Никогда такого не было. Всегда с отцом где-то как-то на стройке. Обязательно что-то постоянно делали. То фундамент заливаем, то стены, то крышу, то баню строим. Мы сами только несколько домов построили для себя, получается. Ремонты сделали. Получается, атайым профессионально стройкой занимался. Менің атайым, профессиональный айтып болмайды, но занимались мы абсолютно всем. И получается, и фермерство бар еді, и машиналарды ремонтлап атайынек, вот, и дома строили, продавали. Вот, шулай айтып, кетті, и мен 5 жылдың ішіндегіне қойған. Қайғы бір күнді сағат ертеңгі 4-5-те әсейім қояндыр барып уятып алайын.
Ага. То есть где-то я засыпал там на ходу. Настройки. Или настройки, или там внутри автомобиля где-то что-то чинили ведь инде. И затянулась сильно стройкой, и я к этому и пришел инде. Но я слышала, что у тебя еще дедушка был профессиональным строителем. С папиной стороны инде, даже, кстати, и с маминой, дядялар, бүтәһлә плотниклар. Идеальный тип эшлей турган. Бүтәһен әле авылда йортлар төзегәннәр. Мен даже у себя в сторисах показывал, как мечеть строили у нас Картайм руководствоһында. Он председатель колхоза был. Они строили мечеть, и очень много да, домов построили и в деревне инде. И һәр береһе плотник балта астаһы булганнар. Прям реально балта менән бүгенге станокларда күрһәтһәк, алар, конечно, шатланырлар инде. Потому что у них Конечно. таких инструментов не было, но я их работы видел, что они сделали уже. Вообще восхищаюсь, конечно, потому что сильно тегене профессионаллар булганнар инде. И, кстати, Асаим ягына килгәндә, картта кузнец булган. Вис тимердән сукып, теге вис эшләгән мотор итеп, тимердән бүгеп, итеп колхозда инде. Вот представляете, вот достар, Батырхандың потомственный действительно строители, кландарында. Даже дядялары бүтәһләп плотническими работами занимаются. И все-таки мына, оказывается, дөрес әйтәләр, что кан тарта. Вот камераһын алып таштаганда, ыргытканда, насчет эти съемки тигәндә и занялся строительством. Он, короче, вот в этом огромном помещении у себя в цеху, да, вот делает, выпускает вот такие вот комплекты домов, бань, как лего, и прилагает свою инструкцию. Бүгенге көндә большой тренд идет на экологичность. Кайбер кеше даже обой не интересует. Да. Ул әйтә, вот мен хочу просыпаться и дышать деревом инде. Мен услышал обычный халыкты по всей республике дип. Безнең Баймактала төзеп бирдек, Ишембайдала төзеп бирдек, Туймазыла төзеп бирдек, әйеме. Кеше одно и то же просит. Ул әйтә, вот обычный йорт төзеп бирегез. Не надо говорить про 10 миллионов, 15 миллионов, штукатурку, дизайнерский ремонт. Сделайте вот обычное то, что надо народу здесь сейчас. И ол мына ошай Батырханга шайтып звонтагы да бите. И потом Батырхан һәргә где-то бер аднанан уже үзенең КамАЗларыман ебәрә ошондай домокомплект һәргә. Представляете, готовый домокомплект. Выгружает и по инструкции, как лего собирать итәһегә да бите. Үдегәнгә үй собирать итәһегә. Представляете мы? Это новейшая технология. Башкортостан еще такого нету. А Батырхан уже придумал такое. Прикиньте, какой он новатор. Он уже такими своими леголарами уже бүтін райондар Башкортостан буйлап өйдер ебәрә. Если вы сами не умеете, ну, адракана башыңызды иштемей, ну, там, руки-крюки, что даже не умеете собрать лего домик, да, то можете Батырханга сказать, там, Батырхан, мы не умеем, біз немножко адракана руки-крюки тягать. Ул даже ебәрә үзенең кешеләрен, они сами вам заберут за 3 дня дом. Бер көндә Йорт-Завайтарга бардым. Зерган, Мәләвез районына. Миңа заказчица әйтә, 21 көндә өйдә утеплением, с окнами, с дверьми эшләп куйдык ди. Фундамент менән, стена менән, крыша менән, именно окнами, с дверьми эшләнәк икән дип уйлыйм. Осында асып караган фото отчетларда инде эшләгән бер. Мин ниятегә үзем ышанмыйм дип, потому что объектлар теге бар бит инде. Берничә объектта одновременно ведем. Мин теге аксай берәм, бухгалтерия карайбыз. Но тиз эшләйбез инде, тиз эшләйбез. Ошонда әле ятып тора бани комплект. Бани комплект полностью һәрбер урыны напиленный под размер. Һәр берне ул һәрбер низең бер стенаның бер размеры. Ул аны теге шашкарезда мотор итеп кисәбез дә инде мотор итеп и һәрберһе уже ела по инструкции. Башында получается язылган Пронумерованы, промаркированы. Очлары язылган, цифрлар язылган. Есть требования СНИПа, есть требования ГОСТов. Есть требования, получается, по теплопроводности. Есть требования, даже менә ошо ара бар бит менә, ошонда күпмедер ара калдырылган. Ошо арала требуют, чтобы вот этот размер так оставляли. Если так не будет, то все будет плохо. Знаешь что, Батырхан, вот мен сколько строительдарға, застройщиктарға расширением рекламы, да, и ни один из них, как ты, не рассказывал. Вот это про СНИПы, про душу, что должно быть тепло, уютно, что надо учитывать даже вот эти всякие условия, правила, прикинь, законные, вот эти техника безопасности. Насколько Батырхан сращивает, и вот Батырхан Гель на это делает акцент. Вот сейчас манипулятор выезжает на наш объект, отвозит стройматериал.
недавно купил манипулятор за несколько миллионов рублей, потратил очень много нервов и денег, но оно того стоило. Довозить, отвозить наши домокомплекты, доски, стройматериал, цемент, все выручает. Аллаха шукр, что он у нас в семье появился, и это было правильным решением. А сейчас, друзья, мы находимся на производстве у Батырхана, где он изготавливает профилированный брус. Вы представляете, у него здесь огромный цех по изготовлению лего домокомплектов и по 500 квадратов. Вы представляете, какой здесь масштаб? Не надо меня бутаром шикать, я Сколько ты в день выпускаешь домокомплектов? Примерно 2 дня уходит на один дом, чтобы полностью напилить и выпустить. Еще работает ночная смена. Ночью пилим в бане. Нифига себе, у тебя получается непрерывное производство. Круглосуточно работаем, круглосуточно. Для того, чтобы дольше вырабатывать, надо постоянно делать. Станки очень дорогие, поэтому постоянно надо работать. А это все станки твои или в аренде? Станки все мои. Сколько стоит один станок? Примерно 4-5 миллионов рублей. 4-5 миллионов? А где ты деньги взял? Нашел! Скажи честно. Ну, реально нашел, получается. Сейчас, если говорить про производство, про станки именно, осталось вернуть буквально 2-3 миллиона из всей суммы. Пилочный погрузчик стоит 1 200 000 новый. Охренеть! А вот это помещение в аренде? Это помещение 500 квадратных метров полностью в аренде. И сколько платишь аренду? Примерно 300 000 рублей. В месяц? 300. Охренеть! А где ты берешь этот брус? Брус беру со стороны Белорецка. Из Белорецка закупаешься? Да. Короче, знаете, ваши дома будут и бани будут построены из белорецкого дерева. Самое главное наше отличие именно от других всех компаний, то, что мы полностью ответственность берем на себя. И у нас собственное производство, где мы учитываем каждую тонкость. Вот, например, сейчас видим одну деталь, да, это профилированный брус. Обязательно делаем, получается, компенсационные пропилы для того, чтобы трещины в брусе уходили в малую сторону, а не в большую. Большая сторона — это, получается, внешний дома, это внутренняя стена дома. Чтобы трещины уходили именно в невидную сторону, делаем компенсационные пропилы для того, чтобы снять напряжение дерева. Когда дерево само растет, у нее всегда для того, чтобы себя держать и дерево не упало, создается напряжение внутри, то есть плотность. И это нужно именно расслаблять. Расслабляем именно компенсационными пропилами. Это тоже стоит определенных денег, большие затраты для того, чтобы купить такие фрезы, такие именно пилы. Сделал, и сейчас радуемся тому, что мы делаем лучше, как минимум в Уфе такого нет, но и в Башкортостане в целом. Только отборное сырье проверяем несколько раз, даже отправляем иногда обратно. То есть приехала фура, плохой брус, сразу проверили, обратно отправили. Не принимаем, не оплачиваем плохой брус. Да? Вот, А всё. откуда приходит плохой брус? Вообще по-разному, конечно. Вот прямо некоторые даже с Инстаграма узнают меня, говорят, давай сотрудничать. Я заказываю на 500 000 рублей брус. Они привозят тяп-ляп напиленный, не той геометрии. Я проверяю и принимаю, обратно отправляю. Это у нас лиственница на первые венцы домов и бань. Мы ее используем. Вот так вот друг на друга заходят именно чашки. Видите? Вот. Это все еще утепляется вот так жутом. Утепляется. И тут утепляется, и тут утепляется. И еще один ставится, и так полностью собирается. Еще один очень важный момент. Смотрите на чашки.
как идеально тут садится. Сейчас еще посажу до конца. Как идеально тут садится. Это непродуваемый теплый угол называется. Ветер идет отсюда. Тут лабиринт. Тут лабиринт. Тут лабиринт. Тут лабиринт. Ему практически невозможно зайти внутрь дома. И дом получается непродуваемый. Сборка и нарезка чаш под размер дома не сравнится ни с одной технологией. Это лучшая технология. И мы ее каждый раз улучшаем. База алдында жатқан брус. Вроде брус бетінде. А для меня это деньги, которые лежат у меня, несколько миллионов. Вот тут. Это как банк. Банк. На банк смотришь, да? Кызыл такта. Ага. Кызыл такта. Это обработано огневой биозащитой. Бензин был такта китап на стропильную систему, на перекрытие, потому что огневой защиты и там уже как бы не страшно. Плесень не страшна ведь инде. Вот многие вещи, которые я узнаю у Батархана, да, у других вот застройщиков я таких вещей не видела. Вот огнеупорная защита уже эшләп әзерләп куйгандар. Мин әле бер кешеләр шундай нәмә күргәнем юк. Представляете? Многие же строят дома и не заморачиваются абсолютно на таких вещах, между прочим. Потому что мы сами строители, мы тоже не заморачиваемся на таких вещах. Батархан, он до такой степени дотошный и мелочный киши, и он что даже вот заморачивается на этих огнеупорных досках. Если себе строишь один дом, условно, там можно это все как-то решить, посмотреть, какую-то доску перебрать. Но когда строишь десятки домов, или заморачиваешься и сразу нормально делаешь, или потом расхлебываешь, и могут быть проблемы. Да? Так что, когда вы покупаете дом, вы внимательно изучите застройщика, вот обратите внимание, кто строит вам дом. Важный Это момент. очень важно, между прочим. Видите, вон там обрешетка лежит. Вот, покажи. Обрешетка тоже обработана огневой биозащитой. Офигительно качественный, хороший сон только в домах из дерева. Вот это мы сами знаем, потому что мы раньше сами строили дома из бруса, но потом мы перешли на камень. У него когда в гости приезжаю, у нее на самом деле Альбертага построил каменный дом, но обшил изнутри деревом. Потому что мы любим дерево, любим, да. Мы ушли от бруса на самом деле много лет назад. Я хочу сейчас вот из дерева дом. Хочу, потому что я знаю, что в деревянном доме дышится легко и хорошо. И спится легко и хорошо. Это экологически чистый дом. Вот это же надо вот так, на такой скорости взлететь. И почему вот человек, думаете, так взлетает? Потому что он упорно и качественно работает. И честно. Вот только из-за этого люди и взлетают. А не надо говорить там, ой, ему повезло. За повезло, словом, стоит адский, каждодневный, монотонный труд. Кстати, кто не в курсе, Батархан женился буквально недавно, достар. И его жена работает вместе с ним в офисе. В офисе она. Кем она работает? Она менеджером по сопровождению сделок. Те сделки сопровождает она. Договора, юридические моменты, связь с банками. Все это она делает. А я говорю, Батархан, а чем тебе Диля понравилась-то? Он говорит, она, говорит, очень ответственная. Она, говорит, все, говорит, выполняет. Я могу, говорит, вообще абсолютно не переживать. Все под контролем, говорит, Диле. Она, говорит, как я. Если бы я, говорит, раздвоился, то это, говорит, была бы Диля, моя вторая половинка. Представляете? Я и вообще-то задала вопрос, чем тебя привлекла Диля, да, как женщина. А он сразу такой, она очень ответственная, вот она этим меня и привлекла. Представляете, ма? У меня обучалась. Где она у тебя обучалась? На видеомеркерских курсах, что ли? Да. Баташ! Я ее там заметил и взял на работу сперва. Теперь на работу взял. Она вела аккаунты по СММ. Я ей платил денег. И, короче, в один момент что-то у меня ёлкнуло, короче. У нее спросил, Матям, егетің бар ма? Она говорит, сутки думала, как ответить. Почему? Ну, потому что, типа, шеф пишет ты. А ты взял на работу и прямо так напрямую туттың да адамы егетің бар ма деп. С благих намерений ты все делал. Бұл yok тебе Диля айта. Айтам, болмағас енді, все, на ужин енді. Отдыхать не умею, короче. Диля иногда берет и бронирует там домик енді бір жерде. Приезжаем. Даже там думаю, как отдохнуть ты ойлаймын. Мен-то сам не понимаю енді. И Диля такая говорит енді. Опять бір еш тұрағында ойлайсың ма енді.
Мәйтем, әйе ойлаймын, мәйтем, монсолардан нисек тизрәк эшләргә икән дип уйлап торам дип инде шулай итеп. Эдуард, ты кем здесь работаешь? Я отвечаю за отдел маркетинга, за продвижение, за прокачку личного бренда Батархана. То есть весь контент, который мы снимаем, мы сами все продумываем. Надо все ценности, всю внутрянку, все как есть, весь лайф открыто, честно, все раскидать по полочкам, чтобы люди, увидев его в соцсетях, доверились. Самое главное это вот это и качество продукта. И Всё. своими глазами увидели, что вы строите дома из качественного материала и на совесть. Оста! Бандала қарағдалі қайтып алып қалған. Әрәдіге көрсетем достар, қарағдалі. Обалдеть! Вот это круто! Вот это масштаб чувствуется, Батархан, ай. Это отдел продаж получается, потом отдел маркетинг, отдел строительства, здесь отдельная бухгалтерия получается. Кстати, сколько человек? 15 человек это постоянный работник, так скажем. Еще на фрилансе? На фрилансе есть, и получается, если смотреть всех работяг, которые работают с нами, мы вот в декабре сделали подсчет, порядка 100 человек работают на объектах. Офигеть, прикиньте, в штате у Батархана 100 человек Ну, работает. в штате Тюлинда, вот такие привлекаемые получается. Но все равно же в штате инде. Бандалажы офис, алдықтар қарағадалі тегі өдінің лего брусын әпкеліп халып қойған. Он прямо кішілер кейгәбітай, ғораша баштағалар. А как это, что это, почему это, тип, нейте баштағалар доқтар. Үй, мына тоталап прямо ошындан наглядно, не сегішләнә, мына нейдей материалдардан, қағылай тегі төділі, весь ошында өз қолы менен эшләп көрһәтә икән акасы Батархан. Почти во всех районах он уже где-то что-то построил. Помните, я вам говорила, что даже Батархан строит не только дома и бани, но строит он еще бизнес-объекты, строит дома отдыха, фреймы. Так что, если вам нужен готовый бизнес, тоже можете обратиться к Батархану. Он вам лего. Дорогие друзья, мы находимся в отделе снабжения, бухгалтерии и в отделе строительства. Здесь сидят Батархандың помощниктары булайды. И знаете, что я обратила внимание? Батархан уди еш буға набрал еш команда. Біреуді менің возраста жоқ. Представляете, мына мен келемін да, и удемде чувствую какой-то бабушку. Они полностью контролируют ход строительства. Да? Ход строительства это как? Да, ну получается мастер постройки. И все этапы строительства, начиная от геологии, которую мы делаем, дальше фундамент, поднятие самого домокомплекта или банекомплекта мы сопровождаем, курируем. И уже окончательно до самого финишной, до двери, до наличника мы как бы контролируем все это. У всех высшее образование. Представляете, здесь вообще-то в офисе у Батархана работают инженеры с высшим образованием. В основном все люди приходят через Инстаграм. Да? Там бесконечно вот приходят, интересуются. И эту всю информацию нужно вовремя отвечать и разгребать. Чем и занимается Сумбуль в том числе. Она берет у клиентов номера телефонов, дальше уже передается в отдел продаж, и они уже связываются. Все объясняют, показывают. Если человек уже заинтересован, мы приглашаем их в офис. И здесь уже показываем вот все эти проекты. Там вот каталог сейчас посмотрим. И они все узнают, все про технологию, все полностью, все рассказываем, как все устроено. И дальше уже с нами заключают сделки. Все теперь понятно. Вот на сегодняшний день сколько объектов у Батархана. Смотрите, Кабакова, Мияки, Ишимбай, Усманова, Бакала, Белорец, Кушнаренкова, Белорец, Ишимбай, Благовесть, Шишмы, Баня Дема, Баня Ахбердина. Представляете, мы достар. И Гербрехенде, видите, расписаны двери, наличники. Это что такое? Потолок, пол, двери. Это то, что сделано или то, что надо сделать? Коробка, крыша, окна, входная дверь. У Немикел. Фундамент распил. Это этапы. Это вот сейчас Белорецк у нас сейчас, мы видели на производстве, он уже напилен. Видите, этап стоит распила. У них все это дублируется и в таблицах электронно получается, и сюда пишут. Бітті ютлардыла мен или өзіммен ақсаға тедейм, или за привлеченные тедейм ақсаға, или за кредитные. Мына практически мына ошол объектлерге қарағанда тут очень маленькая часть, которые строятся за наличку. А все остальное ақсата бара керек. Уже объектка, например, төдеп, асқысты не передадим, нам деньги не придут. И зарплату платить надо. Біздің нейлерде, инстаграмдарда бізді көріп енді, біздің уже мұнда офисқа келіп, тулығынса біздің проекттармен қарарға, кетерге
Була? Самый популярный период семейки тетала Ема. Проект «Семейка». Уже уже готовый проект. На фотографиялар ман. Теплый очаг, классика, счастье. Зур проекттар, великий проекттар. Потому что так как бы на вкус и цвет товарищ нет быть. А где ты берешь проекты? Ой, проекты у нас или отрисовывает и проектирует проектировщик, наш, наш свой, или есть купленные проекты, то есть выкупленные проекты, которые стоят немало денег. Иссаранда кештерге битиндейм. Язаларда менин отдел продажда эшлей 6 киши. Безге обращаться иткес эм язгас. Без хройбыз номер телефона. И номер телефона без хройбыз не для того, чтобы спамить, звонить, рекламировать. У нас рекламы хватает. Безден клиентлар на күнде келелер, Аллаха шүкір, безден хватает. Но как только человек хочет дом, его же нужно проконсультировать. Шо? Проконсультировать надо. А проконсультировать за многие вот. Это вот так вот теге. Мына проект, алайгана бармай. Андак сколько бюрократий, юридических моментов. Если ипотека хотят ипотечный момент это вот так вот просто не делается. Создается беседы, Телеграм-да или Макс-да. Туда добавляются ключевые ответственные лица. Если требуется выезд мастер на участок, мастер выезжает, проверяет. Заключается договор на геологические изыскательные работы по земле. То есть бурим ерлерин проверяют ташманда, хауманда. Юртлары покосится, не покосится. Это же ответственность. Конечно. На мен төзіп қойырмын, 5 жыл гарантия берем. 5 жыл 5 жыл гарантия берем. По закону. Прикиньте, доктор Батырхан даже дает гарантию на свои дома. Обалдеть, да? Берегит Батырханға өзіңіздің номеріңізді. Он не собирается спамить, этак рекламные элементы отправлять туттарға. Понимаете? Он будет только важные информационные моменты с вами обсуждать. Для этого и спрашивает ваш номер телефона. Наша себестоимость наших домов, она высокая. Почему? Потому что мы делаем дома не просто там, например, окна поставили, уехали, а им чистовой отделки. За копейки. Например, манипулятор уехал на объект, а им заправить надо. Солярку заплатить, солярку халра керек, водитель төләргә керек. И вот Бүтәнді ашатып әсер. Әрбір 15 күн сайын авансы зарплаты. Аванс по зарплате очень много денег уходит. У меня задача, чтобы Уфала, Башкортостанда им говорили, что у Батырхана можно зарабатывать, и надо к нему на работу идти. И таким образом я хочу собрать только самых лучших людей. Что это? Это у нас идет демонтаж дома в Кармаскалинском районе. У нас там выехали 2 машины, происходит демонтаж прямо сейчас. Там приехали хапуги. Хапуги? Это такой большой КАМАЗ с такой штучкой. Вот, как вам объяснить по... видео көрсетмейінше неме үшін ақша бермейсің бе, Батырхан? Вот такая машина приехала. Дом что ли разбирать? Да, полностью сносим дом. Будем ставить наш фундамент и производить дом. Ты что, получается, и разбором дома что ли занимаешься? И что, вот это разбор дома 120 тысяч стоит, что ли? Ну, где-то так, даже может быть дороже. Все зависит от количества рейсов. Обалдеть, блин. Да. Но это зато никто не пачкается, никто не возится, сразу возят, сами утилизируют. Даже разбирать дома, представляете? А вот многие, кстати, дома же не разбирают, блин. Разберите сами, мы построим тидер. Итак, Дуфтар, официальное открытие. Красивый, добротный, экологически чистый Ағастан эшленген Мунсаның открытие. Ура! Поздравляем! Сразу же буляктар. Кстати, а когда буляк? Вот сейчас. Батырханда целый пакеты, анда миңді қалған. Айтмай тұрса сүрприз болмай. Осындап та айтмаймын әлі, бля. А как на самом деле, честно скажите, баня понравилась, нет? Бане понравилось. Вообще сильно понравилось. Вот, кстати, про Батырхана я узнала из вашей страницы. Вот видите, как у меня... Батырхан, ты слышал? Она узнала про тебя от меня. Вообще-то. А если у вас в сторисах было написано, что он под ключ делает бани, и я такая...
Ну, под ключ это же здорово. Конечно, Ну, аккуратно с мужем приехали, они действительно под ключ там все сделали. Ага. От демонтажа старой бани, вот меня новая баня. Даже бында Тут была старая баня, иска, и вот они По- нам все это выкопали, все это разрушили, все это увезли. еще и сами увезли. Да, еще и сами увезли. Вот это вот самое-самое-самое. Поэтому от рук домохозяйки подарки тогда позвольте. Да, давай-ка менің қолдан болғанали подароктар. Мына herге бөлектер. О, Бәледі рахмат. қотлайбыз, яңы мұнсағыр мына. Яңы мұнсағырда рахатланып, мына сабынығы, меңдек. Это вам от Батырхана. Это вот шапочку все упаковали, там девчонки Ага. постарались вот там. Ой, рахмат, Зурочка. Очень приятно. Мгм, арома. Все там это. Все для бани, Да, короче. все для бани. Представляете, оказывается, Батырхан вот так вот бүтін теге кішілерге, кімдерге төбі, и вот еще бөлектер береді. Ну, это прям вообще Вообще идеально. Давайте вас фотографировать здесь. Şimdi Musa Destehan ya тоже bülekler unutma. Onun için ya тоже banю строит. Хиня уже бүлек болды бүгін. Никакой. Это меня болды. Мусаға түгел, а ол Мусаға бөлектер подаркта. Обязательно. Всем дарим. На самом деле, ойдап қараған ойда. Менің мужик строитель, а Батырхан бізге не ishтай Муса? Какого Меня черта? мужик устанавливает теплосчетчики, газосчетчики, а у меня дома обслуживает вообще другой. Крыльцо. Первая ступенька, вторая, иркингина крыльцо, мотор, крыша хаманан. Шундай мотор гана. Проводка под старину мне очень нравится. Это сейчас очень стильно и очень красиво. Я тоже хочу такую проводку, имею в виду. Итак, короче, заходим. И двери вот этого в бане, то, что устанавливаются вот такие пластиковые, это очень хорошо. Почему? Потому что агаз, он имеет свойство гулять, между прочим, припухать после дождей, после там солнца, да. И поэтому лучше устанавливать всегда пластиковые двери Мунсага. Если агаз будете устанавливать, да, но... Там Он- у вас тоже есть, но это уже Это внутри, это внутри. А вот снаружи надо устанавливать в основном ошундай ишектаринда. Итак, доктор, проходим внутрь. Предбанник, посмотрите. И здесь тоже проводка. Ой, как я обожаю вот такую проводку. Это очень Ретро-кабель. стильно. Кабель, да, вообще очень стильно смотрится. Под ключ сейчас имейте в виду, что электричество заводят. Все вот так вот аккуратненько устанавливают. Счетчик ставят, доктор. Выключатели, смотрите, красивые, аккуратненькие. Предбанник, короче. Предбанник-то, короче, вот такая вот печка. Кстати, печка она тоже сами установили, да? Мы просто недавно поменяли ее, буквально месяца два. поставили. Ну, поэтому решили Печка менять. очень хорошая. Хорошая Қарали, вот это, печка. то, что ручка қараған мыналай деп асылып ябылла, мне нравится. Не то, что біздің мыналай штырь мына. Кирбіз мына қалайтып матыртып ішлеп қойғандар, апшывать еткендар. Бүтін жеріне, урын жеріне еткілеген. Мына достар даже уже светильник. И мына қараған, ошындай матур ғана ишек. Мына ағастан ишек достар, ручкалар қойылған, под ключ тебе. Нифига себе, тут еще один предбанник, что ли? Это вообще-то был не предбанник, достар. Это был предбанник тем предбанника. И хадр, достар, был и не покидает предбанника. Представляете, какая большая площадь. Астағфирулла, бұнда ведь можно рахатланып үстел қойырға, скамейкалар қойырға, тумба шкафчиктар қойырға. Это целая огромная комната отдыха. Прикиньте, достар, очень большая. И смотрите, здесь даже окно есть. Вот так посмотрите. Какое хорошее большое окно. Так вот так закрываем. И тут заходим внутрь. Может, я на обзор. Давайте. Давайте. Ух, как красиво. Проходите, пожалуйста. Это будет у нас моечная. Здесь установлены вот трубы с горячей водой, с холодной водой специально. Полки, чтобы удобно сидеть. Ну, все остальное, конечно, по ходу дела будем обустраиваться. Небольшое окошечко специально для вентиляции необходимое. Дальше у нас идет парилка. Парилка у нас стеклянная дверь, жаропрочная. И, конечно же, вот сама непосредственно парилка. В парилке печка. Вот. Пока камни не положили, положим бак с горячей водой, к которому тоже подвели кран. Спокойно, чтобы открывать, венички заваривать, то есть не ходить, не бегать с ведрами, как раньше у нас было. Ну и очень-очень широкая леука. Тайынық жайлы
Пожалуйста. онда элезе киши. Кишер спокойно, кишер спокойно мында. Ой, вообще хорошо. Қарағы, даже, мына, прикиньте, подключ деген немені аңдата, что даже мына хауды эшлеп, индіріп, кранчығын құйғандар достар. А печка-то не дешевая, между прочим. Печка хорошая, не дешевая. Да. Здесь вот установлены жаропрочные специальные плиты, Да. чтобы, не дай бог, ничего под печкой тоже. Упорная Огнеупорные плитка. плиты. Да. Пол очень толстые доски, мне вот Да, нравится. обратите внимание, смотрите, Очень какие толстые. чтобы Мына. долго-долго не гнить. И от этого, от дна, так сказать, расстояние хорошее. То есть максимально надолго. Да, все продумано. Да, это очень правильно, продумано. доктор. Астында иден полностью заливаться, если не видите, вот посмотрите, полностью пол залитый. И посмотрите, там уже мына ағып жерге слив бар, доктор. И мына қалын ошайтыгы көтеріліп, еуырға хепірерге можно, уже иденде көтерілі. Вот это очень удобно. Очень хорошо все продумано. Ну, вообще огромная же баня. Ну, Я конечно. такая, блин, она там burada бандайна. Отдельная моечная. Хотя вообще вроде размер круто. 5 на 5, но она очень комфортная и ничего лишнего, ничего, вот прям все вот как нужно, идеально. вообще Выбор же стоит, у нас сейчас современная баня, можно построить из чего угодно. Ну и там нет, пусть дышать, вот это вот приятно, чтобы было. Прямо Удовольствие. А еще юхаграны А потом е, так вот. запахнет. Лаверса Ой, вот мұнса это. еще теге юған хайын етесі Yoqqan sayin, yoqqan Құтлы sayin. болсын. Рахмат. Вообще мотор. Вывели отопление, Ага. мы еще отопление будем делать, чтобы зимой тоже было тепло. Вернее, чтобы минусовой температуры не было. Тумасын, сулары. Etmesin. И тизрак яларға. А блин, а снаружи ведь смотришь, берекей юмағына башай. Ну, а я 5 на 5. Ну. А вот так қарайым, как будто берекей юма. Мен сен идем да офигела. А что даже вот это слив они установили? ма? Да, даже Обалдеть. Батырхан, меня тоже слив установить пожалуйста. Теперь я знаю, как ты под ключ бани делаешь, так что хин менің бадела мухливать талмай. Меня тоже слив надо. И Идендер тоже так надо. Классно, да? Красиво. Батырхан молодец, слов нет. Молодец. Қара, даже анауында теге неме кесе қарғаным. Тышқа, что ли? Это вот на улице, чтобы работать, вот эта вот вода. Ага, меня специально попросили, тоже вывели они. На бочкаға воду набирать и вот здесь, чтобы возиться. А и-то что еще вот освещение вот сделали. Меня тоже Батырхан тышқа ут қойырған тұма. Ана шул айыл кешінекен көрәңді. Обычно біләгір мен есек. Қатындар қонаққа келелер да өте. Көрелер да и начинает ирдерін пилейді. Ана мен елешай. Шул. Көрдің ба, мені қарашылай бұдыра дейш. Короче, что здесь происходит, доктор? Мен Лиана пайдан ғырабаларға болдым. Не? Девичий виноград. Мында. Ана қарағы несік матыр болып өсе отыра ана қар. Ол ведь потом әрсіз болып өсе. Если он приживается. Может, земля? Вот так, отлично. Может, земля вместе апарып кетейік? Лиана пайдан давай ерін апарып кетейік. Может, аның ері хайбаттыр, чтобы көрәдің құтырдап, весь бақсағы цветет и пахнет. Не то, что у нас, блин. Бір ерді ғолып үшіген, әлемешті біткен. Ана көрдің несік матыр? Ну, блин, сегодня у меня вообще такой удачный день, Батырхан, очень хороший день. Потому что у тебя люди хорошие попали сегодня. Да потому что я сама хорошая, понятно? Вообще-то мы хорошие тоже. Итак, достар, біз келдік қонаққа Батырхандың үйіне. Он живет в частном доме, сейчас узнаем вообще, как живет строитель и какой дом он себе построил. Қарағы, у него вообще некрасиво. Тәгәрмәстер ята, үләні қырқылмаған. Үйге түшпейді. Потому что үйге қайтмай ол. Конечно. А у него еще родители приехали. Сейчас познакомимся с его родителями. Вот мен күстәнәс алдым. Смотрите. Бір пакет. Көстәнәс алдырттым, ата алмайын тейін. Әйе, күстәнәс алмаққа йөргән неме, Эдуард алдыртты менен күстәнәс. О, бында уже өстәл накрывай көтіп тұр. Эй, жиге, молодецтен, тегі бақыт ұқсайтып, өстәл накрывай деп көткейне. Ты что, своих родителей не видел, что ли?
Только приехали, Хинкелетип бітәлі. Октябрьскийден келділер. Қайдан? Октябрьскийден. Октябрьский бешегедin. Батырхан сен атайын ұқсаған екен, әлі қарайын да так интересно. Обычно малайдар тек әсәләріне ұқсайды енді, анда атағына ұқсаған. Әсәхіне ақшаған ұлыбыз да бар білдің. Әйеме? Әлі несе малай? 2 малай, 2 қыз. 2 қыз мы? Батырхан самый младший мы? Жоқ, Батырханнан бәләкейлік Мәдина бар. Менің үйіме рахмет етеді. Все по-простому, все по-обычному. Туалет, душ, бойлер, гардероб менен. Так выглядит. Дилер меня күнде иттен рубашка гладит. Никогда не думал, что я вот в состоянии именно полного спокойствия буду и смогу добиваться в объятиях Дили. И это действительно так и происходит. Я прихожу поздно, Диля обнимает, и все проходит. И все может в моменте забыться. И утром могу уже свеженький идти на работу. Все как для людей делаем. То есть у меня так же, как и всем, это профилированный брус наш. Теплые полы полностью сделаны. Это кухня-гостиная. Здесь кухня у нас. Здесь стол. Часть нашей семьи. Попугай. 4 попугая. Это у нас, так скажем, комната. Тут я делаю намаз, ну и тут рабочий стол есть. Это кровать для гостей в основном. У меня приезжают родители, они спят тут. Приезжает брат, спит тут. Прилетает сестра, они заселяются в эту комнату. Дом 9 на 9. Примерно внутри чистовая 70 квадратных метров. Проект называется «Лунная тропа». В целом тут есть все для жизни. Я не поставил ни один шкаф, потому что есть гардеробная. В гардеробной весь хлам, вся одежда там хранится. И в целом в доме достаточно места. Бәләкәйне самостоятельный кеше бит. Аның теге кулынан тотып, мынаны эшлә дип әйткән юк ухатлык. Ул беданы постоянно всегда направляли, развивали, способностьларын күреп, менә лично подбадривали, подпитывали. Теге бәләкәй чакта балаларга игрушка алабыз бит, уенчыктар алабыз. Батырханның аның мондый гына просто гына алынган игрушка юк. Киендереп, фермага алып барып, шул машина белән йөртеп торган. Стройка авыл җирендә инде ул аптырарлык әйбер түгел. Ул стройка бит не только вот мыналай. Берәйбер үтеп кенә кую түгел бит, стройка ул везде бит инде ул, не только там. Ишек куйһаң да стройка, йодак куйһаң да стройка. Бөтә оборудование, сваркалар, ниләр весь бар бит инде. Ул үзе самостоятельно вариттерге да шунда сварка тарайган, ала да варит. Аңа интересно бит инде егет кешегә. Һез бит инде без өйрәткәнһегез аның стройканың эшләренә, сваркага ала, электрикага ала, без өйрәткәнһегез бала сактан. Похер балага бит, не интересно. А вот я, например, раз видим, что ему интересно, развиваем. А балага, например, музыкант, музыкальные моменты интересны были на Батырханга, интересно именно, хозяйственник, наверное. Совет берегет. Как воспитать таких сыновей? Ну, ол бит от родителей зависит. Мына шундай балаларды нисек воспитать? Целеустремленный. Желание керагинда, конечно, воспитывать. Прежде всего, наверное, любовь характеринда по отношению к ребенку. Постоянно өзің білән натаскивать ергенде. Вот мен де шын айтайын деген, привлекать к работе своей. Болмай енді, малай кеше атаянда әргет ешбейтін. Люфия білә бір 5 жыл өткелді бірге. Біз никогда не разлучаемся. Ішке бірге бараға, бірге қайтаға, бір мінатығы не көп. Судап қара мене. Попугайлар неразлучники у меня. И оказывается, мен аны элек не думал даже об этом. Ол теге алдамай, урламай. Надежно бит инде. Байсалар работникты алсаң, эш атырган элегергә бар. Эшмә иртән көндә эшкә килә, әйбәт. Вовремя килә. Ул нык выгодный икән, оказывается, бергә эшләү. Мин дә Дилә белән Батырханга әйтәм, менә вот тандем, это очень супер вообще. Бергә яшьтән бергә булып, бергә корган, например, бит. Мин әле хәйдәрләргә дә әйтәм, Алла туры Алиса белән аларның икесе дә музыкант, не бит инде, творческий кешеләр.
Тоже bir geldiler bitinde. Meden gir şulay bolsun. Gel. Biz bitinde yaşlakta mına men şu fermerstonu alıp barıp tegilay bolay texnika bilen şulay dep başlap edin. Şulay ali mına biz ne постоянно birge, serviste de birge, oşta da birge, havada da birge. Hayvet de endi. Allah'a şükür. Зарплата төлөргө керекми? Главное. Köpme işleydi, bir daha da bizdeki. Әсәйем дә әйтә теге вакыт. Мына мин яшь күренәм. Мен әйтәм, һин благодаря безгә яшь күренәһең, мен әйтәм. Нимәштә ти? Мен әйтәм, потому что һинең балаларың, мен әйтәм, һине кайгыртмай, мен әйтәм. Обеспеченныйлар, крепко на ногах стоят, еще һиңә ярдәм итәләр, мен әйтәм. Эсеп-сысып йөрмәйләр, һине кайгыртмайлар, мен әйтәм. Һиннән акча һорап утырмай, ипотекага әсә акча бирәләр. Бар 40 яшьлектер һаман әсәләре ярдәм итә, ипотека түләшергә, мен әйтәм. Ә без һиңә ещё ярдәм итәбез. Так что без, мен әйтәм, тут львиная доля наша, что һин яшь күренәм. Ул һеҙҙе дөрөҫ тәрбиәләгән. Ай. Dürüsün eylesin ekene kuzene berbe. Шайтиһам. Күлә. Aşılanmaydı. Я, шаяртып әйтәбез инде сага. То что ата әсәйләр шундай яшь күренәләр, бәхетле, күтәренке кайф менән кешенең бәхетле икәнен күреп тора, йөзенә сыккан. Мына һеҙгә ҡарайһың, һеҙҙең йөҙөгөҙгә сыҡҡан. Һеҙ довольны жизнью, светитесь. Почему? Потому что һеҙ бәхетлеһегеҙ. Ә бәхетлеһеҙ, потому что һеҙҙең балаларығыҙ һеҙҙе ҡайғыртмай. Аллаға шөкөр, матур йәшәйҙәр, бөтәһе лә тырышып, тырмашып, эшсәндәр. Теге эсеп-сосып, аҡса һоранып йөрөмәйҙәр, Аллам хаҡтаһын бит. Все взаимосвязано бит. Кешенең бәхете менән уйлап ҡараһаң. Без инде үҙебеҙҙең ата-әсәйләребеҙгә менән, безнең ата-инәйемнәргә без рәхмәтлебеҙ инде, без шулай тәүбәш китеп үткәнбеҙ. Без шуны күреп үткәнбеҙ. Бездә теге апайымнар, агайымнар менән, туган тумаса менән бит инде атайымнарҙың, инәйемнәрҙең нисек дөнья көткәндәрен күреп үткән кешеләрбеҙ бит инде. Аларҙың йөҙөнә ҡыҙыллыҡ төшөрмәйбеҙ тигән булып тегелек бит инде пионер саҡта шул. Ну, бар бит бала туа, мына окружение не то. Ата-әсә эскесе. Теге юндай күршеләре там юк, белмәйем. Анда тугандары там какой-то не очень хорошая семья бит инде. Ул бахыр балаларга нисек алар үсәләр? Улар тоже шулай ук булып үсәләр. Алар бит только шул бысраҡты күреп үсәләр. И шулай ук шул бысраҡтан аларга сығып китергә ныҡ ауыр. Уйлап ҡараһаң. Ныҡ ауыр бит. Вырваться из этого круга им очень тяжело Онан будет. сыҡҡан балалар инде геройлар инде. Әйе, это какая работа над собой нужна, чтобы вырваться из этого окружения, из этого круга. Им очень тяжело вырваться на самом деле. Это в такой среде выросли, нам кажется, это в порядке вещей, все хорошо, біз үрнәк алып үткән, біз ғұмыр бойы питаться етіп, бізге күнде үрнәк күрһәтеп тұрғандар. Ма, балам, оша эшләйң, оша һәйбәт була, һин аҡса эшләйһең, тырыш, эшлә, уҡы, тип. Ә уларға иесе, тип ултырһа, ул нимәдәй үрнәк алып ултырһа? Конечно. Мен тоже уйдайым да, мына ул бахыр балаларға нисек вырваться оттуда. Очень тяжело. Потом біз айтабыз, о, какой-то, блин, ужасный киши. Вот, окружение очень большую роль играет. Он вообще умный киши. Это просто мен башымды дуракка қалам да, потому что, біләк мне имя, башымды дуракка қалар, еңілерек яшап. Умных людей быстро замечают. Умным быть опасно, Эдуард. Там, yok. Меня сын дурак. Мен Батырхан меня никогда его не хвалил, а именно первый раз про него что-то мы говорим вообще. Вообще рекламный, он даже сам не любит, что его хвалит. Не знаю, мне так кажется, может, әлі аңа ол характер, әлігі іші біле, әлігі движухалары біле, может, аңа вот это надо, но біз вообще, мен өзім скорпион, ол да скорпион, да скорпион. Диля, вот ее повезло, они же не кусаются, они могут ужалить сразу. Мен лично мақтағанларын яратмаймын. Ну, приятно, но бик яратмаймын. Батырхан ол тоже выходит бик бәләкәйдән никогда не любил, чтобы его кто-то хвалил, кто-то. Но у него само собой получалось, что почему-то он всегда первым был. Алар үзләре инде балалар. Тик Али апалары бит әле вакытта ул беренче гимназиятта укыган. Ул егелеккә каникулда бит инде в основном. Алар дүртәүләп инде анда Мәдинә бергә. Мәдинә юкта да еще. Үзләре дөнья көтәләр инде икене.
Valla şunun kaşı bir değerli. Hep karanlık azmini ol bağlarda tip de yiyorlar. Dikten tarafından sıkıp gideceğini gördüm. Мы остановились здесь, кому-то деньги раздают. Ну, короче, Батырхан бара-бара бір жерде тоқтайды, кішілерге ақша беріп кетті. Бара-бара Уфаның әрбір мүйісінде ақша таратып сықты. Неме үшін рассчитывать дейді? Манда забрус. Забрус? То за трактор, то забрус, то за земельный участок. Юрий мында. Әр мына бір какой-то бір мужикка екен ақша береді. Қара, как решаются дела. Бұл кіші неме, брус атам? Резинка yok только. Даже ақсаға резинкалар әдірлеп қойған. Көресің. Бұрыс сатып алды. Глэмпик деп аталады. Да, это глэмпинг в черте города практически, да. Вообще мотор орында мен мына әлі тоже Батырханға айтам етіп. Мен айтам, әр көрдің де, как вы построили, как Батырхан вам построил. Мен айтам, қазір менің Афрем какой-то стрёмный болып көрінеді. Ну вот конкуренттарды мақтайым, представляете, конкуренттарды мақтайым. Что, сделайте нам обзор? Конечно. Разрешите? Короче, Дултар, вот когда смотрите на этот глэмпик, это называется вообще-то барнхаус. Барнхаус, он выглядит как будто снаружи какая-то коробка, да? А сейчас вы внутрь зайдете, офигеете, Дултар. Это очень интересное такое решение. Очень хорошие двери. Помните, я вам говорила о том, что Батырхан не экономит на дверях. Он всегда устанавливает такие хорошие, качественные двери. И вот мы заходим, обувь обязательно снимать. Вот такое вот помещение. Сразу же поднимаетесь на второй этаж. Ладно, второй этаж мы пока показывать не будем. Сразу заходим, смотрите, в спальную комнату. Вот такая просторная, хорошая, уютная спальная комната. Вот здесь вот окно, кровать стоит. Зашел, уснул на свежем воздухе, да? И потом мы проходим в эту комнату. Это у нас получается кухня-гостиная, да? Гостиная, да. Это кухонный гарнитур, очень хорошего качества. Ой, какая прикольная, это у вас это, как там, микроволновка. Какая стильненькая, нифига себе. Ретро. Чайник такой стильненький. Офигеть, очень прикольно. Вот такой вот шкафчики стоят. Холодильник тасып қарайтын, подсолнечное масло бар, морозильная камера. Стоит диван, очень хороший, добротный диван. И здесь у нас уже стол со стульями. Здесь сколько человек умещается? Где-то 6 человек. Стол, кстати, увеличивается, да, телевизор есть. И обратите внимание, сразу же вот с этой кухни, гостиной, да, она достаточно просторная, между прочим. Здесь не только 6 человек может вместиться, здесь может вместиться человек 20, можно спокойно кунагутскерге. Это выход на балкон. Вот один балкончик такой. Выходишь здесь и рахатланып наслаждаешься свежим воздухом. Вот тут тишина, бляха-муха, да? Реально Ни тишина. соседей, никого нету, что ли, здесь вообще? Тишина. Поэтому назвали дзен-хаус, потому что чтоб люди дзен ловить. Дзен-хаус, оказывается. На балкончике, кстати, можно установить кресло-качалки, столик, попить кофе. И смотрите, короче, я до этого заходила ведь сюда пописать. До второй. Хотела в туалет сходить. Я зашла, я говорю, где здесь туалет? Понять не могу. И прикиньте, мы находим, да, туалет. Вообще даже незаметно. Прикиньте, вот так заходите, вот здесь вот под лестницей установлена, коммуникация установлена прямо под лестницей, ничего не заметно, да, и проходим, смотрите, в туалет. Очень красивая, уютная такая комната, ванная. Здесь установлена большая душевая. Нифига себе, это большая душевая. На душе не сэкономили, блин, молодцы. Я люблю людей, которые не экономят, это очень хорошо. Вот здесь вот водонагреватель, тоже большой. Кстати, во многих афреймах, да, домах, которые сдают, установлены маленькие водонагреватели. Экономят. И все, Аллах Акбар. Представляете? А здесь большой такой установлен. Это очень хорошо. Мы ставим всем такое. Вот Это смотрите. еще маленькое, у нас еще есть больше. Да? Вот смотрите, меня чем нравится вообще дома Батырхана, тем, что он не экономит. Это очень хорошо. И посмотрите, друзья, мне вот это вот решение очень сильно понравилось. Отсюда есть еще один выход. Выход на террасу, можно сказать, да. Вот, выходим, и смотрите, можно босиком, обратите внимание, басып на, знаете, на террасную доску. На террасной доске тоже не сэкономили.
как некоторые делают. У нас Альберт сэкономил на террасной доске. Вы прошлой истории видели, я расстроилась. Террасная доска, она не боится ни снега, ни воды. И она очень долго прослужит вам. И вот, короче, рахатланып батыр по террасной доске ялная. Инет китахет мунсага. Представляете? Это такое офигительно крутое решение. И вот смотрите, заходим в баню. Смотрите, какой прикольненький предбанник. Окошко есть, стол есть, стульчики есть. Уютное, красивое. И меня вот это, знаете, что нравится тоже? Жгуттар устанавливает. Это смотрится очень оригинально и очень красиво. Потолок прикольный. И всегда в банях Батырхан устанавливает вот такие вот очень хорошие, качественные, дорогие печки. На печках тоже Батырхан не экономит. Ну, вообще, Батырхан молодец, он не экономит. И вот, смотрите, вот такая вот стеклянная дверь. И заходим, посмотрите, здесь уже сама парилка. Рахатланып, узылып, ятып, бында чердерге була. Бында, көрегін, даже Батырхан вмещается. Рахатланып, узылып, ятып, бында париться етәгі. Таштар бар, мына уже печка очень хорошая. И всегда, обратите внимание, Батырхан устанавливает вот такие вот плиты огнеупорные, чтобы вообще, ну, янып кетмеске алам хақтахан. И вот здесь вот тоже с двух сторон все установлено. Все у него предусмотрено. Шашлык біздері yok па, Азамат? Немеште отырамын енді? Әлі красти утра, қарақыда, хужаны. Ана уже красти утра, іштеп, анда түге, мына бұнда, ана, мынау. Она, көрдіңіз ме? Эшлей хужа. Какой молодец, көрдіңіз ме? Вот, эшлеген кіші, тырыш кіші, ол всегда, хебет ешесек, достар. Ой, как хорошо-то, бляха-муха. И шунан гүн доттар, ошлайтып тұрып, атта тіл сығып кетәхігі, и сумахығы чанға. Какого черта бір шайтып іштемеген? Бізге керек сылам сікейірге, бляха-муха. Еще тайып қолайым чүп құрқырға, бысырақ қайығылырға можно чүп құрқағын. Бұнда мұнай келдің, жалай аққына. Рахаттанып, ұжында чанға ұлтырдың. Чандары зор, Офигеть, бұлардың чандары зор, Теперь меня фреймда никто не снимет, после них, Ой, ну мне очень понравилось, Рахаттанып, ялай ақсырып кетәдің бетінде. Ай, Аллах. Теперь мне охота новый этот построить, Поднимаемся на второй этаж. Вот здесь вот ручка есть, держаться, чтобы не холоп кетмәткә доктор. И вот, смотрите, на втором этаже тоже уютная, красивая такая спальня. Молодцы, и все предусмотрели, сеткалары бар. Сетку, если не ошибаюсь, я подарил. Да? Смотрите, если вы закажете у Батырхана дом, то вам будет сетка в подарок. На всех окнах? Да. Видали? На всех И окнах когда вот сетка в подарок. самое- А сетка, между прочим, кайваттар. Смотрите, еще меня самый, знаете, в этом проекте что нравится? Вот отсюда вид, смотрите. Что это? Правильно? Раз. А еще? Прикольно. Как қалғандар есіп гулеттелер өсі қарап тұрады. Высота на коньке, смотрите какая. Ага. От пола. Да. И за счет этого очень интересно смотрится снизу. Да. Прикольно, что Сундатта. Прикольный проект, очень прикольный проект. И представляете, вот такой вот готовые проекты у Батырхана целая куча. Вот это все полностью под ключ построил Батырхан и его команда. А я слышала, что у вас какие-то сомнения сначала были. Что за сомнения? Всегда страшно деньги вкладывать. Ну, Еще не конечно. только свои, да, еще заемные брать. Это всегда риск, куркота. Да. Ой. Ну, строили для себя, поэтому, если что, себе останется, пуйланок-то и... Дуры. Мен, кстати, Афреймді тоже шайтып дөденік бір. Если что, удивитға қалдырауда, и как можно, вообще как жилой дом етіп Ну, қатар. был как капитальный жилой дом, да, Ай, сразу газ келіп сықмағала, можно или хатырғала была. Конечно, конечно. Ну, вначале все новое гіль қорқытавит енді. Не всегда бизнес легко и просто идет. Мына бір тоже Афреймді тоже дөденік та ведь енді. То клиенттар бар, то юг. Но это надо же продвигать постоянно. Постоянно продвигать, постоянно реклама, что ли. Вы можете бартером же работать, да, с блогерами. Постоянно хотим что-то улучшить. Да. Костровая зона должна быть. Здесь столики накрыть. Бұл яқта ішләп өтірге керек.
Поэтому больно не разгонялись, а рекламу только вот на июнь купили как раз первую большую рекламу через геосервисы. И хотим с июня как раз начать. Ну, как начать? Уже начали, заплатили большие деньги, надеюсь, что... Ну, біздің тоже до конца решено бітмеген. Бізге ана Батырхан мұнсат өтіп атайлы. Так что біз издаем и туда идет Ну, параллельно. Любой бизнес-то вначале всегда тяжело. В любом бизнесе. Если бы было легко, все бы занимались бизнесом. Конечно, вот дурь айтты. А вообще-то вопрос стоял, у кого заказать вот такой вот строить? Да, я лично ездил. Где-то 6 фирм, наверное, проехал. Да? А почему потом на Батархане-то остановились? Жена и так далее. Ну, посмотрите на него. Вызвал доверие просто. Мне кажется, такой человек просто не может обмануть. Батархан, ты вызываешь доверие, он внешность, оказывается, вызывает. Тебя внешность, что ли, вызвала Нет, доверие? ну просто кышим на Галяшанг, спрашиваешь, что, как они делали. Все равно смотришь, да, условия, поэтому сомнения потихонечку отпали. Не сразу то, что мне было, о, Батархан, все, давай я тебе. А это, наверное, тоже как это. А остальные клиенты не было такого, типа, слишком ешь? Обычно же это Италия. Ну, бара, Да? в офис пришел, там один молодняк все. Да. А ол Старше специально мен де баяғы офисқа бардым да, мен айтам, менен 40 кіші бұл офиста жоқ секілді. Весь ештер. Ну, конечно, ол еш болған соң команда еш алайын да. Ну, да, для начала проверить надо. Строил реально дома, какие дома строил. Доверился, не пожалел. Быстро построили, все качественно. Вот зиму пережили, да, газ запустили. Боялся, что зимой никогда же не встречался с таким конструктивом. Не знал будет, как с полами, как с теплым отоплением будет. Ну, короче, довольны домом. Да, да, да. Ну, дом очень красивый, мне понравилось. Что удивило, думали, да, под кондиционер же место оставили, думаю, сейчас кондиционер еще надо покупать, там, да еще 100 тысяч. Но когда жара была, прохладно дома, прохладно, хорошо. Значит, теплоизоляция хорошая. Да, теплоизоляция хорошая. Когда И топить, топить надо зимой меньше. Немножко теплые полы и минус там сколько было, 35 было тепло. И в жару нормально вообще, я удивился. Я точно думал, почему-то был уверен, что будет жарко, думал, кондиционер нужен будет. Кондиционер не понадобился. Сен тіге мені мақтағанда айтам бүйттім, мақтама тебе ема. Не сен тегенде, потому что стройка на күнде эшлейбіз ема. И мы же иногда и косячим. Ага, какие косяки бывают? Ну-ка, давай признавайся. Косяки, ну, на фундамент поставить на соседский участок. Представляешь? Ничего себе! И просто в убыток уйти 500 тысяч рублей в моменте. 500 тысяч? А я неше убытыктарға қаптайым шо? Зарабатываешь на нем. Bir соседский участок, біздің клиенттің участогы, фундамент поставили между. То есть фундамент наполовину у соседа, наполовину у ней. Нам так сказал наш заказчик, наш клиент, но не перепроверили по спутнику, по точкам, по координатам не перепроверили и не убедились в том, что это действительно его участок. А ответственность на мне. Вся ответственность на мне. И исправлять мне, и перед тем заказчиком, мне сегодня кишинекine кіріп, фундамент қояйым. 3 метрда қорқтым деген әйемі. И еще мне надо үйреп сығара керек. Надо исключительно как-то его красиво разруливать. Мен торт аланда енді кішіге еду енді айзагат хүйләшейік, мотор өтіп етейік. Ну, блин, я заметила, Батырхан молодец, у кішімен мотор үйлешебе, молодец. Шо, дәмлетел. Обратная связь всегда, у него всегда со своими клиентами обратная связь. Мына сколько Батырханмен эшлейм, сколько Батырханмен таныш, у клиенттарыма почти со всеми дружит. Вот это мне нравится. Мы делаем очень большой спектр. То есть чистовой отделательный тезировать. Безден теге фундамент, стены, крыши, утепление, окна, дверь, так купмеш. Безден напольное покрытие надо, плитку положить надо, межкомнатный ишек куйра керек, электричество уткаря керек, розетка куйра керек, натяжной потолок. Очень много мелочной работы. Исходя из всего этого объема работы, хазар біздің отдел строительства в любом целом отделе әрбір этапқа чек-лист язылған. Әрбір қозақ несек қойыларға тиіш, әрбір этап несек өтерге тиіш, несек бояларға тиіш, несек қойыларға тиіш. Вот прямо, например, этап фундамента киттет янда. Выезд кадастрового инженера для уточнения границ участка. Далее следующий этап. Выезд геолога для изыскательных работ. Следующий этап. Выезд мастера на участок совместно с клиентом для расположения в акте расположения дома на участке с привязками на точки.
Her bir пункт язылған. И любой этапка есть инструкция. То есть открыли, смотрим, что делаем дальше. И можно просто галочки ставить. Это сделали, это сделали, это сделали, это сделали. И her bir этаптан обязательно минимум үзеннің условий это фото-видео отчет. В любой случай, любой момент мы должны открыть и посмотреть, где проходит кабель, где установлено вот это. И должно быть все прозрачно. Как и для заказчика, так и для нас. Офигеть, Батырхан, ты меня удивляешь, честно говоря. И вот как шындай кишіні мақтамайсың? Прикиньте, Жоқ, еще мақтамаған. мені мақтамаған. Мақтамаған. Кстати, біз қая келдік вообще? Мәстірген дұрат. Біз асқа келдік. Хинамасы, что ли? Ай. Осы, что ли? А что я не знала? Қосанан бері хинаматы. Бәлекейден 5-6 яштан алдан айтайын. Ауылда мәсітте жүріп, 7 классқа бетін гимназияға поступай айттым. Гимназияға поступай айтказ, и честно айтканда там это все прижали. И, ну, Чё нельзя, прижали? Чё прижали? нельзя было читать намаз на нельзя. Куда? Гимназия. Почему? Нет, давай расскажи Нет. поконкретнее, мне это интересно, меня такие вещи очень интересуют. Это Почему? получается не со стороны даже там руководства гимназии, а именно с контрольных органов. Там біздің получается бір вақыт 30-40 бала намаз оқи башлағайны. Ай. В комнатах отдыха инде. Ага. Вот, потом потихоньку все это прижали, то есть запретили все это. Вот, қайһыдыр балалар комнаталарда намаз оқилар инде. Қайһыбір оқимай башланы, прикрыли и мен битін гимназиялар несеген нет разрешения, как ты это будешь делать инде. Вот, шулай етіп кетілді. Вот, и әлі мен жағынан қайттым, Аллаға шүкір. Но меня больше всего интересует вопрос, какого черта вообще на гимназии запретили читать намаз. Это какой год был? 15 век где-то. Странно, да? С чем это связано, интересно? Почему? Интересно сейчас. Давайте поднимем этот вопрос. Запретили читать намаз в гимназии. Блин, сейчас опять нас захейтят, наверное. Нет, не тебя, не меня. Доктор, вот и подошел к концу наш один день с предпринимателем Батырханом, который занимается строительным бизнесом в республике Башкортостан и становится одним из крупных строителей республики Башкортостан. И сейчас у него даже в планах захватить всю Россию. Получится ли это у него, узнаем через 3 года. Мы вернемся к тебе, Батырхан, через 3 года и посмотрим, каких же результатов он добился. С вами была корреспондент телеканала БТВ, башкирская домохозяйка. Не переключайтесь!